Здесь начинается новая страница в истории двух жемчужин культурного наследия не только Ингушетии, но и всей России. Первые работы, чтобы легендарные сторожевые башни Вовнушки и загадочный храм Тхабаерды радовали нас еще не один десяток лет, стартовали в начале сентября. Их необходимость была очевидна. Уникальные памятники столетиями подвергались воздействию природных факторов и находились в аварийном состоянии. Задача текущего этапа – укрепление. Нужно остановить дальнейшее разрушение, чтобы сохранить объекты для будущих сложных работ. Много слухов в последнее время я сам слышу, что проводятся здесь реставрационные работы без какой-либо подготовки, без проведения общественных слушаний. Но хочу сказать, что работы, которые проводятся сегодня, это не реставрационные работы, это работы по укреплению самого здания, то есть установка ограждающих конструкций внутри храма и снаружной части. После укрепления начнется этап археологических раскопок. Территория вокруг Тхабаерды хранит множество тайн, которые могут пролить свет на его богатейшую историю. Главный принцип работ – не навреди. Делается все, чтобы не потерять ни одну деталь, ни один след времени на этих стенах. Временных рамок мы не ставим. Для нас самое главное, чтобы качественно работал. Перед тем, как будут проводиться реставрационные работы, мы задействуем все силы. С нами будет проведена конференция, куда будут приглашены все специалисты, историки, археологи, которые каким-то действием связаны с этим храмом. И поэтому все мероприятия, которые будут здесь проводиться, они будут приниматься коллегиально. Представители Джейрахско-Асинского государственного архитектурного и природного музея-заповедника, Союза исследователей Ингушетии, Комитета госохраны объектов культурного наследия республики и других общественных организаций собрались здесь, чтобы проследить за ходом работ. Они уверены, к любому вмешательству в эти объекты нужно подходить со всей серьезностью. Мы должны разобраться, что мы хотим от него. Мы хотим через каждые 10-15 лет возвращаться и заделывать трещины, или мы хотим его раз и навсегда сделать, закрепить его и поставить, чтобы он стоял, и чтобы мы не боялись что из-за посещения, что он развалится из-за того, из-за третьего. Особенно сложная и щепетильная задача ждет реставраторов у знаменитых Вовнушек. Этот башенный комплекс – символ ингушского зодчества. И работа здесь требует высочайшего профессионализма. Для этого уже сформирована специальная команда мастеров со всей России. Сейчас укрепляют скальные основания башен. Работа действительно ювелирная. Памятник, вы, наверное, помните, что внесли в 7 чудес света России, да. И я думаю, правильно, достойно. Уникально даже спрашивать не надо, вы просто посмотрите на то, как и где оно построено. Сегодня в развитии технологий, тяжелой техники, сегодня у реставраторов есть реальная проблема, как нам отреставрировать то, что построили наши предки. Собственно, начинается новая глава в истории уникальных памятников культуры. И важно отметить, что стало это возможным благодаря финансовой поддержке президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева в рамках договоренностей с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Сохранение Вовнушек – это не только дело рук ученых и строителей. Это глубоко личное, духовное событие для каждого ингуша, чья история неразрывно связана с этими башнями. Аслан Аздоев, предки которого были выходцами из Вовнушек, частый гость в этих местах, говорит, что не может не радоваться начавшимся работам. Когда ингуши выселяли Северный Казахстан, депортация была в 1944 году, отсюда с этого дома выслан был мой отец Аздоев Магомед, его отец Аздоев Ахмед, его отец Аздоев Заурбек. Я рад, что я ремонтирует, и хочу сказать всем большое спасибо всем, и эти башни нам еще будут служить и нас радовать. Сегодняшняя инспекция подтвердила, масштабный проект по спасению и возрождению Вовнушек и Тхабаерды стартовал. Впереди долгая, кропотливая работа ученых, реставраторов и историков, но ее результат – это сохранение для будущих поколений бесценных страниц истории, высеченных в камне. Хадиджа Евлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.